Вам меня видно? Да, очень хорошо. Слышно? Слышно, видно. Во-первых, конечно, это шок. Большое спасибо. Большое спасибо за то, что собрались. А мы находимся в художественной галерее Дома на Патриарших. И сегодня удивительное событие, потому что оно происходит далеко не каждый день, не каждый год. В Москву привезли выставку художника Рената Анимаева. Ли, расскажите, пожалуйста, к чему может быть приурочена эта выставка, обстоятельства того, как вы ее сюда привезли? Знаете, выставка, первый этап этой выставки, называется она «4 сезона», он прошел в Казани. 2 месяца, сентябрь, октябрь, она висела в Казани. После посещения представителей Татарстана, которые приехали к нам в Париж, где была представлена другая выставка, тоже художника Анимаева, было произведено знакомство с ним как с автором, и поступило такое предложение, почему бы дальше ее не продвинуть из Казани в Москву. А сколько всего картин здесь представлено и в каком жанре? Жанр, это здесь представлены весь, и живопись, и натюрморты, и маринисты, видели море, да, и портрет. А выставка вообще, по идее, она называлась «4 сезона». Это лето, зима, осень, как у Вивальди. Но зиму мы решили не выставлять, потому что зима за окном. А как давно художник уже живет во Франции? Он переехал в 89 году. А можно сказать, что он нашел как бы свою нишу, да, свое направление, может быть, в этом городе? И как принял его Париж? Как приняла его Франция? Но дело в том, что каждый художник, наверное, стремится к свободе своего творчества. Да? Для художника это главное свобода. Свобода, что он хочет, то он и пишет. Чтобы не было каких-то границ, да, в творчестве. Как принял Париж? Как многие художники приезжают в Париж и рисуют на Монмартре. Он начинал с Монмартра. Париж принял его и принял хорошо. И вот с каждым годом еще лучше и лучше. Он продается, он выставляется, он очень хорошо известен не только во Франции, и в других странах мира. Его знаменитая шапка, почему мы повесили шапку его с красной смородиной, это его визитная карточка. А вот если французы ее видят, говорят, это Ренат Анимаев. Вуаля, да. Я думаю, и он доволен. Сегодня видели его отношения. Он счастлив. Первый подарок ему это Казань была, а теперь второй подарок Москва, а третий подарок это же будет Башкортостан. Будет тоже турне. Да, так что у него будет турне, это перевозная выставка, так и будет продолжаться. Пусть татары знакомятся с таким творчеством, с талантливым художником. Не зря он входит в десятку лучших художников Франции. Даже так, рейтинг, да, какой-то? Рейтинг, да, у нас рейтинг, да, у нас есть Союз художников Франции, и вот где он состоит, поэтому... Давайте пожелаем дальнейших успехов этому удивительному художнику. И, наверное, нам всем повезло, что мы сегодня, кто его не знал, открыли для себя этого художника. Да. Вот. И я хотела бы, чтобы ребята, которые будут смотреть этот сюжет, также открыли для себя его работы и пришли сюда, в галерею, чтобы лицом к лицу, душа к душе познакомиться поближе с творчеством. Спасибо вам. Спасибо. Удачи вам тоже. Бон шанс.